Никто не должен остаться в стороне. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как мировые лидеры используют этот конфликт для своего личного продвижения. Но прежде всего нужно думать о людях. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Президент России Владимир Путин провел 18 сентября телефонные переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему регулированию ситуации исключительно мирным, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в кыргызско-таджикском приграничье, говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. В пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщили, что во время разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. В центре внимания сторон были вопросы развития ситуации в Центральной Азии в контексте создавшейся обстановки в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана. Также Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Также Госдепартамент США призвал Душанбе и Бишкек соблюдать режим прекращения огня на границе, как передает Report. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса. «Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-кыргызской границе на кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем», написал он на своей странице в Твиттер 17 сентября. Как вы относитесь к таким заявлениям? И как вы думаете, эти лидеры могли ли что-то сделать или им лучше не вмешиваться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А власти Сагдийской области Таджикистана, опубликовав фото последствий недавнего вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, призвали международные региональные организации дать событиям 14 и 17 сентября объективную и правдивую оценку. Фото из приграничных районов Исфары еще раз доказывают, что вооруженные силы соседней страны обстреливали и поджигали таджикские приграничные села, гражданские строения и дома жителей из всех видов тяжелого вооружения, имеющегося в их распоряжении. Представляя фотографии с места недавних событий, призываем международные организации, аналитиков и экспертов регионального и глобального уровня не поддаваться влиянию провокаций, заговоров и лжи, распространяемой пропагандистскими средствами соседней страны, и дать оценку недавнему событию объективным взглядом и основанной на реальности, говорится в заявлении пресс-службы председателя Сагдийской области Республики Таджикистан. 18 сентября на погранпереходе Гулистон состоялось очередное заседание рабочих групп Таджикистана и Кыргызстана. На встрече стороны еще раз подчеркнули необходимость решения существующих вопросов путем переговоров. Рабочие группы согласились, что дороги должны быть открыты и движение должно быть обеспечено. А как вы думаете, получится ли решить этот конфликт и как стоит действовать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.